Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... Миссия наблюдателей Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран Тюркпа дала высокую оценку итогам процесса голосования в Кыргызстане. Координатор наблюдательной миссии от Тюркпа Реджеп Шекер поделился своими впечатлениями от подготовки к проведению референдума. На интервью Мосдружбы глава делегации наблюдателей от Тюркпа, депутат парламента Турции Реджеп Шекер отметил, что организация высоко оценивает применение на выборах в Кыргызстане биометрических данных и автоматически считывающих урн, что дает возможность сделать точные подсчеты голосов. Уважаемый Реджеп Бей, последнее время мы чаще видим вас в Кыргызстане, чем в Турции, как будто вы депутат кыргызского парламента. Тюркпа объединяет сердца тюркского мира. Тюркпа действительно выполняет эту миссию. Действительно так выходит, что я и депутат парламента Турции, и Азербайджана, и Казахстана, и Кыргызстана, и Узбекистана, может быть, и Венгрии. Вы очень хорошо знаете, что Парламентская ассамблея тюркоязычных стран Тюркпа – международная организация, объединяющая парламентариев Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции. Основная задача Тюркпа – содействие развитию межпарламентского диалога между странами-участницами на основе исторического, культурного и языкового единства. Нас тепло принял президент страны, Турага и министр иностранных дел. Глава миссии Реджеп Шекер отметил, что Тюркпа с большим интересом наблюдает за событиями в Кыргызстане, выразил удовлетворение ходом подготовки к выборам и референдуму, в том числе достижениями в использовании современных технологий в реализации избирательного права граждан Кыргызской республики. Также миссия обратила внимание на подготовку материалов о выборах лицам с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, наблюдатели миссии высоко оценили проведение выборов с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. Референдум прошел открыто и под пристальным наблюдением наблюдателей. Кроме того, все финансовые затраты партий и групп по референдуму публиковались вовремя. Референдум прошел спокойно и честно, сказал парламентарий. Он отметил, что миссия наблюдателей посетила большое количество избирательных участков в Бишкеке. Местные выборы и референдум прошли в соответствии с избирательным законодательством и международными стандартами, отметил Реджеп Шекер. В этом году, как и другие независимые государства, также и Кыргызстан, отметит 30-летие своей независимости. Турецкая республика стала первой страной, признавшей независимость Кыргызстана. Mart ayının 17'si 18'inde yine Kırgızistan'daydık sizin dediğiniz gibi ve o zaman da bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Как вы и сказали, 17-18 марта мы были в Кыргызстане как Тюркпа. У нас были мероприятия в Кыргызстане под эгидой спикера парламента Турции Мустафы Шентопа и обсуждались перспективы развития тюркского мира. Симпозиум организован по случаю столетия создания Великого национального собрания парламента Турции, 30-летия приобретения независимости тюркскими странами и годом государственного гимна в Турции 2021. Многое изменилось за 30 лет в тюркоязычных республиках. Произошли экономические, политические и культурные изменения. В эти годы произошел скачок в укреплении тюркского братства. Я верю, что после референдума в Кыргызстане произойдет ряд позитивных событий и будут предприняты более важные шаги в направлении единства тюркского мира. Я надеюсь, что Кыргызстан добьется успеха во всех сферах, и мы увидим это. Biz gazeteci olarak, televizyoncu olarak Kırgızistan toplumundan çok sayıda telefon haberleri aldık. Уважаемый депутат, в последнее время вы стали героем кыргызской прессы. Ваш добрый и гуманный шаг был встречен аплодисментами. Особая благодарность была выражена вам во время встречи с президентом Кыргызской республики Садыром Джапаровым, Турага и министром иностранных дел. На обратном пути в Турцию с этого симпозиума вы, личный доктор президента Турции, вернули к жизни ребенка, перенесшего внезапный сердечный приступ на рейсе Бишкек-Стамбул. Как это случилось? Yani Bişkek ile İstanbul arasındaki bir uçakta ama bebeğimiz Kazakistan doğumlu. Tabii asıl mesleğimiz hekimlik. Yani siyaset sonradan
Да, я также получил слова благодарности, о которых вы сказали. Были даже предложения дружбы в социальных сетях из всех братских стран. Инцидент произошел 19 марта после вылета пассажирского самолета из аэропорта Манас в Стамбул. Через полчаса одному из младенцев-близнецов стало плохо. Мама и дети из Кыргызстана. Но она не говорит ни на турецком, ни на английском языках. Женщина позвала бортпроводниц, которые обратились за помощью. Пока я ее осматривал, подошла стюардесса с просьбой помочь женщине с детьми в хвосте салона. Мы подошли, мне передали малыша, он уже посинел и не дышал. Стало понятно, что у него остановилось сердце. Я сделал массаж сердца, искусственное дыхание, и ему полегчало. Я не знаю, что произошло с ребенком. Как выяснилось, мать близнецов зовут Айгерим Таникенова. Она вместе с детьми вылетела из Алма-Аты транзитом через Бишкек и Стамбул в Санкт-Петербург. После этого пилот запросил экстренную посадку в аэропорту Анкары. К трапу сразу была вызвана бригада скорой помощи, и семью забрали в ближайшую больницу. Красный полумесяц Турции поселил родителей и ребенка в отеле. Малыш лечился в больнице Анкары 1 неделю. Набрав 500 граммов, улетел в Санкт-Петербург, чтобы продолжить лечение. Все их расходы в Турции покрыло турецкое правительство. После возвращения из Санкт-Петербурга ребенок снова лечился в Анкаре. Я поддерживаю с ними связь регулярно. Все по-прежнему в порядке. Реджеп Бей, вы вносите весомый вклад в укрепление единства братских тюркских народов, не только дипломатией, но и своим профессионализмом. Спасибо вам. Депутат парламента Азербайджана Бугар Искандаров, наблюдавший за референдумом и местными выборами в Кыргызстане в составе Тюркпа, сказал в программе «Мост дружбы». «Я был 3 дня в братском Кыргызстане. Мы наблюдали за голосованием и перед выборами. И в день референдума, как независимая страна, я был свидетелем того, как Кыргызстан готовился к выборам на высоком уровне. Это показывает, что у них большой опыт проведения выборов. Конечно, в первую очередь они создали условия и возможности для свободного голосования каждого, обеспечили честные выборы. Кроме того, у нас прошла интересная и содержательная встреча с главой государства, спикером парламента, председателем ЦИК, министром иностранных дел. В ходе встречи они также заявили, что в государстве созданы все условия для проведения демократических и справедливых выборов. Желаю, чтобы этот референдум и выборы принесли успех и процветание кыргызскому народу». Большинство людей по-разному пытаются держать пост. Одни пьют только сок в течение дня, другие едят лишь фрукты, третьи отказываются от сладкого. Но понимание поста мусульман в месяц Рамазан некоторым кажется странным. Мусульмане мира, почти 2 миллиарда человек, на целый месяц добровольно отказываются от еды, питья и супружеских отношений в течение светлого времени суток. Не слишком ли трудным является такой вид поста? В чем же истинный дух месяца Рамазан? Пост занимает важное место в исламе. Во-первых, с его помощью очищается организм. Это работает примерно так. Все мы знаем такое полезное устройство, как блендер. Он измельчает фрукты и овощи, и мы наслаждаемся вкусными соками и коктейлями. Наш организм делает то же самое. Он перемалывает ту пищу, которую мы едим. Всевышний Аллах так удивительно создал нас, что мы даже не замечаем, какие сложные процессы происходят в нашем организме без всякой помощи с нашей стороны. Наш организм забирает из продуктов, которые мы едим, то, что полезно для нас, и удаляет все остальное. И так он делает все время, изо дня в день, на протяжении всей нашей жизни. Поэтому в месяц Рамазан мы даем возможность нашему организму отдохнуть, чтобы потом он мог еще лучше работать для нас. Конечно, основные правила поста в месяц Рамазан – это воздержание от еды, питья и супружеских отношений от восхода до заката. Более глубокий смысл поста – очистить человека от пороков и страстей. Этот особый вид поклонения помогает человеку воздержаться от совершения всего запретного, что в дальнейшем приведет его к чистоте поступков
не только во время поста, но в течение всей жизни. На сегодняшний день в мире созданы все условия для того, чтобы человек мог реализовать практически любое свое желание. Но для мусульманина очень важно иногда уметь контролировать свои желания. И именно пост помогает ему в этом. Для мусульман месяц Рамазан – это возможность подумать о других людях. Тот факт, что все люди, бедные и богатые, черные и белые, одинаково испытывают голод и жажду в течение дня, а затем радуются при открытии поста, выступает мощным фактором объединения мусульман, а также представителей других конфессий. Наилучший способ узнать об исламе – пообщаться с мусульманами в неформальной обстановке, отведав вкусные блюда исламской кухни. Во многих странах мира уже доброй традицией стали межконфессиональные ифтары – совместные трапезы по окончании поста, на которые мусульмане приглашают гостей всех верований и традиций. Bugün evet Ramazan'ın 5. gününe inşallah idrak ediyoruz. Cenab-ı Hak Сегодня пятый день, как мы держим пост. Мы молим Всевышнего, чтобы дал нам сил и терпения на весь месяц Рамадан, чтобы мы обогатились духовно и нравственно по завершению этого священного месяца, чтобы наши обращения из священного писания Коран и наши молитвы за всю мусульманскую умму и тюркский мир были услышаны Творцом. Чтоб в радости и благополучии единым духом мы отпраздновали в конце священный праздник Рамадан Байрам. Мы находимся в прекрасной стране, в Кыргызстане. Это наша братская и мусульманская родина, родина наших предков. Здесь нам очень близки традиции, обычаи, верования и другие ценности. Уверен, что этот месяц Рамадан мы проведем на очень хорошем уровне. Рамадан идет к нам с благими вестями. Это и терпение, и вознаграждение за терпение. Это Коран, который был ниспослан в ночь Аль-Кадр нашему пророку Мухаммеду. Да помилует его Аллах и благословит. Мы должны как можно больше читать, слушать, рассуждать об откровениях Аллаха в этом месяце. Это дуа и искренние молитвы, которые обязательно будут услышаны Господом Богом. Рамадан – это очищение от всех вредных привычек и поступков. Давайте вспомним изречение пророка Мухаммеда. Нет надобности с утра до вечера не есть и не пить ради Аллаха, если ты не воздерживаешься от сквернословия. Пост должен способствовать усовершенствованию нашего благонравия и украшать его примерными поступками. Еще один хадис пророка гласит, что в этом месяце врата рая открыты настежь, а врата ада заперты наглухо. Этим доказывается, что в Рамадане творение благих дел облегчает душу, а дурных утяжеляет ее. Этот пост – возможность для нас привить хорошие привычки, зарядиться мощной энергией веры на целый год. Давайте в этом месяце все вместе поможем самому ближнему. Возьмем за руку того, кто нуждается в помощи. Накормим того, кто голоден. Давайте помолимся за своих родных, близких, за наш народ и страну, за себя и за весь мусульманский и тюркский мир. Молю Аллаха, чтобы этот Рамадан нам принес много радости и блага, чтобы сопутствовала Божья помощь нам везде и всегда, чтобы Аллах нам дал много сил и воли для творения еще больших благих дел. Поздравляю с праздником Орозо Айт. bayrama ulaşmayı Cenab-ı Hak nasip eylesin. Şimdiden tekrar bayramlarınızı, Ramazanınızı tebrik ediyorum efendim. — 12 апреля в мире отметили День космонавтики. Исполнилось 60 лет с момента, как ракета-носитель «Восток» вывел на орбиту корабль «Восток-1», на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе.
В Бишкеке в Русском культурном центре «Гармония» при Ассамблее народа Кыргызстана открылась выставка, посвященная 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Благодаря центру посетители смогли взглянуть на эксклюзивные фотографии и документы, автографы космонавтов, макеты космических кораблей, коллекцию марок, значков по космической теме, книги о космосе и развитии космонавтики. Центральное место на выставке заняли экспонаты, посвященные первому космонавту Юрию Гагарину. Отметим, что подобная выставка проводится не впервые. Этот праздник, которому все вы смотрели по телевизору, это действительно народ ликовал так, как когда-то в День Победы. Все человечество вышло на улицу, праздновали, радостные лица, обнимали друг друга. И сегодня наш Кыргызстан, и в том числе Русский центр «Гармония», мы отмечаем эту великую дату с большой честью и памятью. Многие космонавты побыли в космосе, их выше 400 человек. Из них где-то около 60 женщин. И всем им дорогу проложил Юрий Гагарин. Это человек, который сделал все для того. Он настолько любил свою родину, любил народ, любил весь мир, который пожертвовал и сказал: я сделаю все, чтобы вернуться из космоса и оправдать доверие нашего государства. Мы, Русский центр «Гармония», с 2006 года приняли эту традицию и ежегодно проводим и организуем выставку, посвященную Днем космонавтики. Вот посчитайте с 2006 года по сегодняшний день, сколько провели выставок. Это только День космонавтики. А мы еще и проводили юбилей Терешковой, юбилей Леонова, юбилей Гагарина, все даты и полеты 55 лет. Эту же выставку мы проводили в аэропорту Манас, в школе номер 7 города Нарын, пока в Качкорке, где дети с большим удовольствием приходили. И я считаю, что сегодня надо именно детям показывать, которые родились уже в наше время, они не помнят и не знают Гагарина, не знают даже других космонавтов. Поэтому, чтобы эти подвиги и любовь этих людей к человечеству, к Родине воспитать в нашей молодежи, чтобы они знали, любили свою Родину. Поэтому мы проводили, проводим и будем проводить. И сегодня, проводя эту выставку, у нас собираются все руководители диаспор, находящих в Кыргызстане. Их свыше 40 диаспор. И многонациональный Кыргызстан, где около 100 национальностей, едины в этот день. Они празднуют этот праздник. И они забыли, кто какой по нации. Они знают, это наш общий праздник, общее достижение. И хотелось бы, чтобы вот эти наши мероприятия, которые мы проводим, они сплачивали народы нашего Кыргызстана, чтобы мы дружили. И если мы будем все вместе заниматься одним делом, мы можем перевернуть горы, несмотря что они высокие. Так давайте в нашем цветущем Кыргызстане, в этот радостный день, когда расцветают цветы, расцветает наша деревня, чтобы мы радовались, праздновали и веселились всегда, и только думали о хорошем. Как сделать наш Кыргызстан процветающим и навечно дружить с Россией. Процессы глобализации могут повлечь за собой исчезновение традиционных связей, что представляет угрозу для отдельных национальных общностей. Процессы деформации морально-нравственных ценностей требуют обращения к стабилизирующей роли традиций. Очевидно, что традиции являются существенным фактором социального воспроизводства. Историческая практика свидетельствует, что устойчивое развитие социума невозможно без сохранения социальной преемственности, которая проявляется в сохранении тех или иных традиций. Очень важно суметь сохранить национальные традиции и национальную идентичность в современном обществе в эпоху глобализации.
Мы должны сохранить свои истинные традиции и всегда опираться на них, хорошо изучить обычаи, которые используются с самого рождения и до самой смерти человека. Если мы хотим сохранить историю, культуру и национальные ценности, то мы должны возродить наши традиции. Традиционная кухня кыргызов – это кухня кочевого народа, обусловленная в первую очередь сытностью, максимальной полезностью и сбалансированностью, насколько это возможно в любой сезон года, простотой приготовления. Гости сегодняшней программы «Мост дружбы» молодые сестры Гульзина и Бегимай, мастерицы, расскажут нам о приготовлении некоторых национальных мучных изделий. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы для телеканала «Пирамиды», для программы «Мост дружбы» сегодня приготовим вам нашу кыргызскую национальную выпечку каттама, хлеб пирамида и самса готовим. Меня зовут Гульзина, это моя сестра Бегимай. Сейчас мы приготовим пирамиду. У нас есть готовое тесто, и мы сейчас его поделим на 6 частей. Но так как эта пирамида будет пирамидообразной. Сначала самый большой, 400 грамма делаю. Пока она делит тесто, я для смазки буду разбивать яйца. Пока тесто не поднимется, мы начинаем тесто для каттамы делать. Нам понадобится мука, вода, молоко, сливочное масло, соль, сахар. Сначала вот муку в чашку положим. И соль добавляю. Чуть-чуть сахар по вкусу. И наливаю молоко. Для каттамы нужен более-менее чуть-чуть мягкий тесто должен быть. Каттама прям мягкий, воздушный получается. Каттама – это национальное блюдо кыргызской кухни. В основном делали это наши бабушки, наши предки. Родом мы из Алайского района, и наши бабушки, что маминой стороны, что папиной стороны, очень вкусно готовили. Они передали нам данные каттамы, да? Получается, этот рецепт из поколения в поколение передается. Можно сказать, что тесто каттамы, оно более такое универсальное, можно сказать. Из этого же теста можно и самсу приготовить. Вот пока у нас тесто почти готово, такое мягкое тесто получилось у нас для каттамы. И тоже оставим где-то 15-20 минут, чтобы тесто вот, простояло. Тесто для самсы делаем, но особо такого прям нету, только здесь вода, соль, мука. Это как бы не кыргызская кухня, но я точно, если честно, не знаю, что это чье блюдо, да, но это блюдо всех тюркоязычных народов, ну, относится к восточной кухне.
кыргызы тоже как бы без самсы никак. Моя сестра, она кондитер, она окончила политехнический институт, факультет пищевая технология. И получается, у нее очень большой опыт. Уже 7 лет. Уже 7 лет. У меня экономическое, юридическое образование, и мы хотели ее любимое дело превратить в бизнес. И 2 года назад мы от проекта USAID выиграли грант. И получается, наше любимое дело, больше всего это ее любимое дело, мы превратили в приносящий доход дело. У нас в планах дальше расшириться и распространить так же, как наши предки, как наши бабушки, передать наши национальные блюда подрастающему поколению. Я думаю, что это для нас как бы долг, да, передать и не забывать свои традиции, в том числе и блюда. Для самсы вот чуть-чуть поплотнее надо делать. Наше тесто уже поднялось, мы сейчас его будем формировать. На юге это называется патернан. Патернан, знаете или нет, но это украшали и особым гостям, да, лепешки приготовили. Раньше пекли на тандыре, и там тесто было такой прям твердый. Очень плотный и такой твердый, чтобы вот этот узор, украшения, чтобы они держались. Сейчас мы живем в современном мире, в 21 веке, и мы будем печь на печке, но у нас будет чуть по-другому, но не менее вкусный. Наш хлеб уже готов. Мы сейчас его отправим на расстоечный шкаф на 10-15 минут. И такой, это один комплект, одна пирамида, она рассчитана на 6 человек. Каттама делают все тюркоязычные народы, но все народы делают ее по-своему, да? И у всех есть свой уникальный рецепт. Сегодня мы делаем ее по-кыргызскому. И сверху мы закроем пищевой пленкой. И оставим буквально на 10-15 минут. Это начинка для самсы мы заранее приготовили, но это в домашних условиях, как мы обычно все делаем. Специи также это восточная кухня активно пользуется тюркского народа. Вот зира, паприка сладкая и черный перец молотый.
сейчас начинаем раскатать тесто для хатамы. Нам вот сливочное масло нужен, мука. Такой прозрачный, тонкий должен быть. Вот тогда вот слой больше выйдет. Сливочное масло. Можно вместо сливочного масла вот каймак, домашний каймак можно тоже добавлять. Вот такой тогда делаешь, вот слой больше выйдет. Каттамо джусаем делает, каттама с луком делает. Можно по-разному, начинку тоже можно добавлять. Для каттамо жарим, чуть-чуть добавляем растительное масло. Подогреваем сковородку. Пока масло готово не будет, я раскатываю тесто. Закроем крышку. Для самса вот сейчас тесто раскатываем. Обычно вот для самса должен быть вот на день. Когда на день делаешь, вот тогда тесто хорошо будет отдохнуть, хорошо будет раскатывать, удобно работать. Для самсы, например, разные формочки можно делать. Например, круглый и в принципе такой тоже, как юрта, да, получается. И сюда фарш вкладываем, и вот такой интересная формочка получается. Сейчас тоже посмотрим, как получится. И вот такой. Черный
кунжутом чуть-чуть посыпем. И на печку 108 градусов отправляем. Уважаемые телезрители, у нас все готово. Вот то, что мы хотели вам показать, вместе с вами приготовить. Вот наша каттама готова. Вот наш хлеб пирамида называется, для телеканала «Пирамиды». И вот самсы. У нас все готово. И всех, пользуясь случаем, всех зрителей телеканала «Пирамиды» поздравляем с священным месяцем Рамазан. Желаем, чтобы все люди, все граждане планеты Земли жили в мире и согласии. И, конечно же, в дружбе.